Всем привет! Меня зовут Варвара Амосова, я экоактивист. Сегодня у нас будет экоурок «Экологическое воспитание». Что же такое экологическое воспитание? Вообще, слово «экология» состоит из двух слов. «Экос» с греческого «дом» и «логос» — это наука. То есть экологическое воспитание — это наука о том, как нам жить в нашем доме. И формирование любви — это одна из главных задач. Но важно не только сформировать любовь, но и показать нашу любовь к нашей природе и к нашему дому. Ежегодно у нас формируется 225 тысяч тонн мусора. Посмотрите, это такой либо грузовик, либо 500 таких белых мишек. И, ребят, нам с вами очень важно сохранить наш дом для будущих поколений и для нас с вами. В конце урока я вам покажу страну, которая победила, на мой взгляд, проблему решения мусора. И вы увидите, можно ли построить мусорные острова, можно ли из переработанного мусора сделать красивое здание или арт-объект. Смотрите, ребят, на данный момент, когда мусор выкидывается из вашего дома, мы запаковываем в пакет, затем выкидываем ее в контейнеры, и куда же она у нас девается? Да? Многие, наверное, проезжали по Вилюйскому тракту 9-й километр. У нас в городе Якутске там находится полигон. И на картинках мы видим, как весь этот мусор, получается, у нас просто скидывается на полигон. К сожалению, у нас нет сортировочного центра, но скоро его в городе Якутске построят. Но на данный момент картина такова. Мы видим целые поля мусора, которые находятся у нас на полигоне. Этот мусор просто скидывается в одну кучу, ничего не сортируется, выравнивается бульдозером, сверху посыпается песком и дальше также утрамбовывается следующий мусор. По Якутску в проекте «Мусору нет», на следующей картинке вы увидите, очень много еще таких несанкционированных свалок. Не только на полигон, где у нас, получается, в одной точке собирается мусор, есть такие нехорошие люди, да, невоспитанные в экологическом понимании моем, они скидывают мусор в лесной массив. Получается, что у нас? Все больше и больше становится свалок. Весь лес у нас становится огромным полигоном для мусора. И где же нам, нашим лесным братьям, жить, чем питаться? Не нашими же отходами и пластиковыми бутылками, ребят. Поэтому это очень важный вопрос, который нужно решать. И экологическая ситуация в мире. Не мы одни с этой проблемой столкнулись. Многие страны, города, государства, да, столкнулись с этим, и все пытаются совместно решить данную проблему. Сколько мусора человек производит вообще в год жизни? Почему вот страны, даже большие государства именно озадачились этим вопросом? Мусор, вроде бы это не такая большая проблема, но это на самом деле проблема именно целой планеты. Потому что один человек за год жизни производит 400 килограммов отходов. Как только мы с вами рождаемся, ребят, мы начинаем производить мусор. Мы с вами такие маленькие заводики, которые производят бесконечный мусор. В планете нет ни одного человека, который бы не производил мусор, запомните. То, что мы с вами за один год производим, это целая огромная корова. Представьте себе, если ваш мусор, который вы произвели за всего лишь один год, пришла к вам домой, это бы была такая упитанная, хорошая, большая корова. За 70 лет жизни у многих есть бабушки, дедушки, они производят 35 тонн, ребят. Это огромный серый кит, представьте себе, который бороздит моря и океаны. Вот столько мы с вами производим. И куда же деваются все эти отходы? Также во многих случаях они едут на полигон. 90% отходов там просто лежит. Только 10% многие сдают на переработку. Давайте мы с вами начнем сейчас задавать себе вопрос, готовы ли мы внести свой вклад в экологию и отправлять на свалку меньше мусора. Задумайтесь, если каждый, вот в классе сколько вас человек, и теперь умножьте это все на 400 килограмм. И сколько же у вас ваш класс производит за год мусора? Вот это очень важный вопрос. И в конце урока скажите это своей учительнице, ребят.
Многие активисты, конечно, пытаются бороться с мусором. Проходят субботники. У нас в прошлом году, 19 сентября 2020 года, прошла акция «Мусору нет», где многие неравнодушные горожане, дети, семьи, бабушки и дедушки даже приходили собирать мусор из лесного массива. Это классная акция, ребят. Пришло более 200 человек, но это, представьте себе, всего лишь 200 человек, а нас в городе Якутске живет 300 тысяч человек. Это маленькая крупица людей, которые неравнодушны. Но нам же нужен каждый человек, и поэтому каждый из вас в классе может внести свою лепту на экологию. И что же нам нужно для этого сделать, ребят? Как же нам сохранить экологию, как же нам любить наш дом и признаться в любви делом, а не словом? У нас есть пластик, макулатура, стекло и органика. Вообще в идеале мусор должен перерабатываться, становиться новым продуктом. Когда новый продукт опять же станет мусором, из него также бесконечный цикл из мусора в новый продукт. У нас должно быть бесперебойное производство. Мы с вами очень много мусора производим, почему бы его не использовать вторично? И вот из пластика, ребят, можно даже, вот хороший пример, одежда флисовая, теплая. Кто знал, поднимите, пожалуйста, руки, что в производстве флиса используется пластик переработанный. Поднимите руки. Если вы не знали, то я вам точно скажу, что есть в производстве именно флисовой ткани пластик. Это один из компонентов. Из макулатуры все, наверное, знают, яркий пример – это туалетная бумага. Поэтому старайтесь в магазине покупать обязательно туалетную бумагу, которая написана из вторсырья, то есть она переработанная. И также лотки из-под яиц, ребят, это переработанный картон. Стекло. Кстати, многие, наверное, разбивали стеклянные, например, чашки или банки. Поднимите, пожалуйста, руки, кто у нас разбивал. Я признаюсь, я тоже разбивала стеклянную банку. Но оказывается, ребят, в производстве бетона, чтобы наши стены были крепкие, используется бой стекла. То есть где-то, я раньше, когда маленькая была, у нас были прием стеклотары, я сдавала бутылки, получается, где-то есть кусочек стекла от моего стакана, и он сейчас помогает быть стене твердой и крепкой. И посмотрите по сторонам, если у вас есть бетонная стена, знайте, что там где-то есть кусочек стекла от вашего стакана. Все у нас имеет вторую жизнь. Главное вовремя знать, куда сдать и что сдать. И также органика, ребят, на самом деле можно сдать на удобрение, на компост. Это у нас листья опавшие, это у нас пищевые наши отходы. И, кстати, сейчас ученые ищут биотопливо. И, надеюсь, кто-то из вас станет ученым и, наконец-то, придумает безопасный, даже, может быть, полезный для нас вид топлива, который будет обогащать нашу землю кислородом, а не выделять вредный угарный газ. И сколько же мусора ежегодно образуется на территории России? Ребят, я вам рассказала чуть ранее, что 400 килограмм в год образует каждый человек. По данным Минприроды, у нас в России ежегодно образуется более 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. ТКО, так называется наш с вами мусор, который производит человек. И каждый год эти цифры растут на 3%. Если у нас среди вас математики, вот 70 миллионов и прибавляйте каждый год 3%. Я даю вам домашнее задание. Продумайте, пожалуйста, к вашему 30-летию насколько увеличится эта сумма, сколько миллионов станет. То есть каждый год вы прибавляете 3%, и затем обязательно расскажите об этом вашей учительнице. Как же нам с вами уменьшить это количество? То есть 70 миллионов тонн – это очень много, ребят. Но у нас есть среди этих 70 миллионов ценное сырье. Это у нас с вами алюминиевые банки, то есть у нас металл, пластик, это пластиковые бутылки. И, между прочим, пластиковые бутылки сдаются отдельно от крышечек. Картон – это у нас бумага, и у нас еще есть стекло.
стеклянной тары. Это ценное сырье, которое поможет нам уменьшить количество наших с вами отходов. Это очень важно. Я вам расскажу, сколько же все это будет разлагаться, если мы не будем использовать это как вторсырье. Пищевые отходы, они на самом деле разлагаются от 2 до 5 недель, но это можно и в компосте использовать, да, и в плане удобрений. Бумага наша с вами, если мы ее не сдадим на вторичную переработку, она будет разлагаться 2 года, ребят. Пластиковые пакеты, их нужно обязательно сдавать на переработку, потому что они будут, это тонкие пластиковые пакеты, я еще сейчас говорю не про плотные, они разлагаются от 5 до 15 лет. А есть среди вас те, кто любит сгущенку? Я, например, очень люблю. Поднимите руки, пожалуйста, кто любит сгущенку. Вот. Всегда бывает много моих единомышленников. Я тоже очень люблю сгущенку. А она находится в жестяной банке. И жестяная банка, ребят, которую мы с вами не сдадим, если мы ее выкинем на свалку, она будет разлагаться 100 лет. То есть такая крутая вот жестяная банка. Но есть кое-кто покруче нее. Это пластиковая бутылка. Она будет разлагаться 500 лет. Пластиковая бутылка, по мне, так это суперматериал. С каждым годом ученые, как только придумали пластик, пытались сделать ее все тверже, все лучше. Но никто не задумывался, что когда сделают ее прям вот такой сверхмощной, как же ее потом-то утилизировать? И пластиковая бутылка в 5 раз дольше разлагается, чем наша жестяная баночка. Да? Жестяная банка, казалось, она твердой, но пластиковая бутылка разлагается дольше. И нам нужно с вами обязательно ее сдавать. Она переживет всех, даже моих правнуков, кажется, пластиковая бутылка переживет. А батарейки у нас до 100 лет, ребят, но при этом от них вреда намного больше. И на следующих уроках я вам как раз могу рассказать, чем же вредна батарейка, и есть определенный вид опасных отходов. Это очень интересно и важно знать, какие же еще опасные отходы. Но это в следующем занятии. А теперь, ребят, я вам хочу рассказать, что у нас в Якутске есть организации, которые занимаются сбором и утилизацией вторичных отходов. Ребят, они собирают у нас бумагу, картон, батарейки и много еще чего. Давайте я про них немножко вам расскажу. Пластиковые бутылки у нас собирает Экопартнер. Здесь у нас, видите, инстаграм-страница Экопартнера. Вы можете туда сдать пластиковые бутылки. Но перед тем, как сдать пластиковую бутылку, запомни, нужно ее обязательно помыть, отделить крышечку. И тут еще бывает ободочек на пластиковой бутылке. Ее тоже отдельно убрать, потому что это 2 разных вида пластика. Пластик у нас еще собирает компания Чолсир. Компания находится в Нижнем Бестяхе. Ребят, это пока первая компания, которая на территории города Якутска занимается производством из вторсырья. Получается, пластик берут, плюс еще берут песок и создают полимер-песчаную плитку. Ребят, она обладает классными качествами, она не выгорает на солнце, не скользит зимой. И вы можете, идя по городу со своими родителями, со своими друзьями, знать о том, что вы внесли вклад в эту замечательную плитку. Она послужит на благо нашего города, нашей республики. Плюс еще есть компания, которая занимается картоном. Это вторпроект, куда вы можете сдать картон и сохранить. Каждый человек, если сдает картон, он может сохранить до 2 деревьев в год. И вообще таких компаний много. Я оставлю ссылки под этим видео, чтобы вы обязательно зашли, подпишитесь на них и сдавайте на вторичную переработку ваши отходы. Если мы с вами будем сдавать на вторичную переработку отходы, то на свалку, на полигон будут уезжать не 90% наших отходов, а всего лишь 30%. Это намного меньше. В 3 раза меньше отходов мы сможем с вами вывозить на свалку. И как я обещала, ребят, я вам расскажу про мусорные острова. И можно ли построить красивое здание из мусора? Многие страны, как я вам ранее в начале говорила, задумались о том, что мусора у нас очень много. Мы каждый год производим все больше. Мы с вами такие вот, как я говорю, мини-заводики. Работаем бесперебойно, без выходных и без праздников, ребят.
И такой яркий пример для экологического воспитания – это у нас Япония. Ребят, получается, есть целых 2 острова, даже не один. Это Одайба и Агисима. Япония, она находится на маленькой такой территории. Это не такая обширная территория, как у нас с вами в Якутии, где у нас, как бы казалось, много места, где хранить мусора. Но давайте не будем с вами загрязнять нашу окружающую среду и последуем примеру Японии. Они построили 2 острова полностью на фундаменте из вторичных отходов, это и мусора. Получается фундамент. Посмотрите на картинки. Кто бы догадался, что такие острова красивые, я мечтаю попасть. Поднимите, пожалуйста, руки, кто бы хотел оказаться на таком острове. Вот я очень хочу. Там очень красиво. Следующая картинка, ребят, угадайте, что это за здание. Может, это какой-то музей современный, может, это театр. Что же это такое? Ребят, это мусороперерабатывающий завод. Он у них такой креативный, красивый. К мусору они относятся как к новому материалу, из которого можно что-то создать и сделать. Плюс того, что многие здания у них построены из вторично переработанных материалов. И, ребят, в Японии огромные штрафы, если сдавать неправильно. На первый раз вас могут простить, если вы неправильно отсортировали мусор. Но когда вы делаете это постоянно, то вплоть до 2-3 размеров средней зарплаты японца. Такие огромные штрафы сделаны для того, чтобы ценить труд как раз тех, которые принимают вторсырье, его сортируют. На начальном этапе, получается, мы сортируем с вами, но затем еще сортируют мусороперерабатывающий завод. И вот, ребят, сейчас посмотрите, как много у них урн. Мы с вами сейчас стараемся разделить только пластик, бумагу, стекло и металл. Но у них, например, один только пластик, и там 10 урн, ребят, только для пластика. Алюминиевые банки они также принимают прям даже по определенным дням. У них есть один день, например, скажем, понедельник только пластик, сортируют у себя дома японцы, да, и выставляют. Второй день они сдают только алюминиевые, на третий день только бумагу. Вот по дням даже распределено. Почему японцы сделали, а мы с вами не можем? Давайте вместе создадим такую экологическую обстановку у нас в Якутии, чтобы весь мир знал, как мы любим свой дом. И покажем это не только словами, а еще делом. Ждите еще много уроков, будет много интересных фактов. И будем рады вас видеть на нашем канале. Подписывайтесь. Переходите по ссылке и сдавайте на вторичную переработку. Вы молодцы все, кто послушал. Всем удачи и берегите себя.